Эти ребята не профессиональные артисты, но свою роль в этом необычном танце каждый выполняет с особым энтузиазмом. Под пристальным взором хореографа участники ансамблей репетируют создание солярного знака, который изображен на флаге нашей республики. Мини-флешмоб можно будет увидеть в эту субботу, во время празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Видно, что ребята рады внести свою лепту в такой знаменательный день. Мне сказали так, что будет праздник в честь объединения Ингушетии с Россией. И я очень, конечно, обрадовался. Что для тебя вот этот праздник, расскажи? Ну, для меня это как бы мы показываем свою гордость Ингушетии. Какие вот чувства переполняют, когда вот под эту музыку вы показываете наш знак ингушский? Ну, даже немного гордость берет, восхищение, радость, смешанные эмоции. Нам сказали, все обрадовались так. Для нас это большое значение имеет, серьезные мероприятия. Каждое движение должно быть в такт музыки. Наставники следят, чтобы никто не отставал, и танец получился синхронным. Звук из колонок слышен по всей округе, и некоторые жители Назрани захотели уже сейчас увидеть частичку большого праздника, которая пройдет 10 октября. حخوات موزك هم خزين جا يلي بابا دوخ في концерты دوخ في أريق سوسيخن يقاي تخن يقاي. Это только маленькая доля того, что ждет жителей и гостей республики из всей праздничной программы. Разделить радость с жителями и поздравить республику с 250-летием приедут известные вокалисты со всей страны. Зрителей ждут множество сценок, танцевальных и музыкальных номеров. Праздник – это совершенно новый формат, совершенно новый проект. Почему? Мы постарались осветить все стороны жизни, истории и быта ингушей. Постарались показать это в театрализованном действии, в прологе. Главные репетиции артистов к предстоящему празднику начнутся уже завтра в 3 часа дня на стадионе имени Дякова в Сунже. Здесь, к слову, уже практически все готово. Основные действия будут разворачиваться прямо на поле в центре стадиона. Сейчас рабочие заняты монтажом тематических декораций высотой 14 метров с огромным экраном посередине. Возводимые конструкции из лесов кленового типа, соответственно, готовили дизайн декорации, под эту декорацию уже строились конструкции для их крепежа. Также на эту конструкцию вешаются экраны, световое оборудование, звуковое оборудование. Ну, делаем праздник для людей. Трибуны на 3500 человек, специальные места для VIP-гостей, освещение, благоустройство территории вокруг поля и многие другие задачи уже позади. Осталось только закончить некоторые отделочные работы, и республика готова к самому важному событию в этом году. Сейчас, в данный момент, у нас остались незавершенные работы по входной группе, то есть там свежая отделка. Это сегодня, наверное, к вечеру завершится. Там остался участок положить асфальт. И с этой стороны есть еще запасные ворота. Мы их сегодня вот монтируем. Прямо сейчас это видно. Вот так практически больше здесь ничего и не осталось. Это последние штрихи. Праздничные торжества пройдут 10 октября. Для удобства местных жителей и гостей организаторы предусмотрели места для парковки, еду, напитки и, конечно же, зрелищное шоу. Уже ближе к вечеру все завершится масштабным салютом в честь годовщины единения Ингушетии с Россией. Михаил Тангиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.